Товарищ сержант Флора Ибрагимовна, разрешите к вам обратиться? Разрешаю. Ваш личный водитель Иванова прибыла к вашему поездку. Молодец. Хорошо доложила. Развернулись уже? Да, развернулась. Так, можно проходить. Спасибо. Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Многие спрашивали, как там живет моя подружка. Вот я приехала к ней, повезу ее в гости. Пригласили мою подругу Флорочку в Первомайскую школу рассказать про Афганистан. Ведь 15 февраля вывода войск из Афганистана. Сейчас я вам представлю мою подружку. Вот моя подружка Флорочка. Здравствуйте. Вот вы хотели узнать, как живет моя подружка и что я ее давно не снимала. Если у вас есть вопросы, можете задавать в комментариях. Я на все вам отвечу. Вот какая она, такая же красивая, военная, строгая, дисциплинированная моя подружка. Ну как, Флорочка, тот раз тебя сняли на телевидении, и, наверное, посмотрел весь мир. Какие-нибудь решения вывели или нет, помогли тебе? Подъехали ли, поспрашивали ли, как ты живешь? Ведь ты одна единственная женщина у нас в Стерлибашеве, которая воевала в Афганистане вместе с мужем. Ну, никаких изменений не произошло, все так и осталось. Никто ко мне не приезжал после этого телевидения. Телевидение, конечно, это было хорошо, но там, конечно, больше половины было не сказано. Вот. Как срезали, видимо, урезали там. Вот. Ну, ни на кого это не подействовало. Просто для меня осталось это как память, что действительно еще на телевидении меня сняли. А так нет, никто не приезжал, никто ко мне не общался со мной, даже по телефону. Как я живу, как проходит моя жизнь, абсолютно ноль. А вот, Флора, у вас же есть совет ветеранов. Ну, совет ветеранов, тогда у нас был Шарафутдинов Калимулла. Он тоже как-то, я бы не сказала, чтобы прям так вот приезжали тут гурьбой. Приезжали, когда 20 лет тому назад с администрацией, 20 лет тому назад, обещали золотые горы. И все, вот только на бумажке. И все, и ничего абсолютно. Глава меняется, я иду, глава меняется, я иду. Вот, и только да-да, а потом показывают. Вот и все. А сейчас у нас председатель ветеранов поменялся, пока еще он у меня здесь не был. Но собирается, видимо. Но, надеюсь, будет и тебе помогут. Ну, я тоже надеюсь. Вот. Ну, некоторые говорят, вот у нас в деревне, говорят, ну, доживи до 80 лет. Может быть, 80 лет тебе помогут. А до 80 лет тебе сколько А осталось? мне еще до 80 осталось 15 лет. Ну, я надеюсь, что тебя услышат и надеюсь, что помогут. Мы в школе Первомайске, в классе, где учится внучка Флоры. Милена здесь учится. Мне дали разрешение, что можно детей снимать, чтобы претензий потом не было. Скоро начнется. Добрый день, уважаемые гости, добрый день, дорогие
дорогие учащиеся! Наша сегодняшняя встреча – дань памяти всем, кто причастен к героическим и трагическим войнам 20-го столетия. 15 февраля 2018 года исполняется 29 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Именно в этот день закончилась война, которая длилась в 2 раза дольше, чем Великая Отечественная. Наша встреча происходит накануне Дня интернационалиста, и назвали мы ее «Живая память». Живая память, потому что живы те, кто воевал, выполняя свой интернациональный долг в Афганистане, Таджикистане, Абхазии, Чечне и других горячих точках. Живая, потому что память о погибших свято хранят их товарищи по оружию, их семьи и близкие. И память эта будет жива, пока мы об этом помним. Так уж повелось у русского солдата защищать не только свою родину, но и помогать братским народам. И называлось это выполнением интернационального долга. И тогда, в далеком 1979 году, русские пошли помогать строить счастливую жизнь в Азии. 9 лет, 1 месяц и 18 дней продолжалась война в Афганистане. Свыше 15 тысяч наших воинов погибли в чужой земле. 6 тысяч скончались впоследствии от ран и болезней. Более 300 человек пропали без вести. Это были самые большие потери советской армии со времен Великой Отечественной. Время отдаляет нас от тех событий, однако память о войне по-прежнему болью отзывается в людских сердцах. 25 декабря 1979 года СССР ввел свои войска на территорию Афганистана. За время боевых действий российские военнослужащие проявляли чудеса героизма. 86 человек получили звание Герой Советского Союза. Здравствуйте. 25 декабря 1979 года СССР ввел свои войска на территорию Афганистана. За время боевых действий российские военнослужащие проявляли чудеса героизма. 86 человек получили звание Герой Советского Союза. 28 посмертно. Сотни тысяч были награждены медалями и орденами за боевые подвиги. Всего через эту войну прошли более 600 тысяч человек. 15 февраля 1989 года в этот день был праздник возвращения наших воинов из пылающего Афганистана. Праздник выхода из чужой войны последнего советского солдата. Давайте почтим память россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, минутой молчания. А сейчас слово предоставляется нашим гостям. Ильясдинов Лариса Ибрагимовна и Шабанов Рафшат Абубакирович. Расскажите, пожалуйста, о себе. Что, может, вопрос зададут или как? Что, Ребята, есть вопросы? Задавайте. Да, говорите. Где вы жили? Сначала, наверное, я расскажу, как я попала в Афганистан. Да. Вот,
Вообще я по профессии товаровед продовольственных товаров. По профессии выучилась. Работала на крупнейшей базе города Ташкента в Узбекистане. Я там жила. Ну, как всегда, мы были пионерами, комсомольцами. И один раз, когда вот эта война в Афганистане началась, у меня туда попал двоюродный брат, десантник, когда дворец Амира брали. Вот. Из 350 человек десантников вернулись только 70. Вот. И он рассказал. А потом у меня в семье военные. Старший брат у меня был летчиком, вертолетчиком. Вот. Братишка тоже военный был. Сейчас их уже, конечно, нету. Ну и как-то в райком комсомола меня вызвали, не только меня, многих вызывали комсомольцев и сказали, кто хочет помочь с Афганистаном. Я долго не думала, из тысячи человек поехала я одна. Я сразу пошла в военкомат и сказала, давайте, оформляйте, я поеду. Вот. Меня долго в военкомате даже уговаривали, ведь там война идет. Но я сразу била на то, а что, женщины не должны, что ли, быть на войне? Во время Великой Отечественной тоже были женщины, тоже воевали. Документы долго не готовили мои. В течение 3 месяцев из Москвы уже пришли документы мне уже в Афганистан. Потому что были в семье военные, семья уже была проверенная. У меня сестренка уже служила в армии военным картографом. Вот. И быстро. И 18 марта 1982 года я уже была в Кабуле. А в Кабул, когда прилетела, там, конечно, в штабе армии сразу посмотрели и сказали, что заведующие военторгов нам не нужны. Я, конечно, там, когда увидела эту войну, сначала немножко испугалась. На пересылке мне сразу сказали, все, девушка, попалась, домой ты уже не поедешь. Я сначала подумала, как попалась? Кем ты, говорит, еще можешь работать? Ну, а в трудовой-то у меня уже были заметки, кем я могла работать. Вот. Я могу работать машинисткой по всем видам машинок. Печатать умею, даже с закрытыми глазами. Да. Ну вот и все. И дали назначение мне в Полихумри, в секретный отдел. Но в Полихумри я не попала. В Полихумри нужно было через Кундуз лететь. 201-я штаб дивизии находилась в Кундузе. Кундуз, когда прилетела, смотрели. Ну, говорит, умеет она печатать, не умеет, мы же, говорит, не знаем. Ну, вот так вот. А я сразу сказала, а что, нельзя проверить, умею я печатать или не умею? Посадили меня за машинку, дали листочек бумажки, с которого нужно было перепечатывать на этот лист. Я остановила этого полковника и говорю, товарищ полковник, а может вы лучше будете диктовать, а я буду печатать. Вот он диктовал, что там, так, в разноброс, я печатала. И он закричал на весь штаб, беру, мне, говорит, такая нужна секретчица. Все. В течение 3 дней мне уже секрет допуск номер 1 оформили, в течение 3 дней. Все, я осталась в штабе 201-й дивизии. Вот. И начала работать с секретными документами. Печатать только секретные. Так что секретов я много знаю. Но я никому ничего не рассказывала. И не расскажу. Вот с этого и началось. Вот я попала в Афганистан. И работала машинистка по секретной переписке в штабе дивизии. Вам сколько лет тогда? Мне было 82-й год, 23 года. Какая молодая. Да, замужем я не была в то время. Вот. Женихов было много было.
И в Афганистане было много. Но я почему-то всегда говорила, выйду замуж только за холостого и только за татарина. Я серьезно говорю. Все Вышло. удивлялись, конечно. Где же, говорит, мы тебя татарина найдем? Ну, нашелся татарин, вот дедушка Мирен. Вот, шимбайский человек, который тоже там служил. Потом уже после меня он приехал. Мы там познакомились с ним, и там поженились, а потом со временем. Я в Афганистане проработала как служащий советской армии год и 8 месяцев. Потом я заболела. Меня эвакуировали в Ташкент в госпиталь. Вот. Но мне потом в госпитале сказали, если хочешь жить, значит останешься. А если нет, то можешь езжать обратно в Афганистан. Я не уехала в Афганистан, я осталась. Потому что я уже была в положении. А так бы я все 2 года там бы отслужила, отработала бы. Вот так я провела там. Трудно было, да, трудно. Сначала, как во время войны, всего боишься. И бомбежек боишься, и обстрелов боишься. Один раз я там, приехали с ремонтного батальона Северного Кундуза, моему командиру, полковнику Лазаренко, и начальник штаба Рембата говорит, мне Флюра Ибрагимовна, говорит, нужна для того, чтобы, говорит, планирование печатать. Я, говорит, секретные документы не могу возить. Ну и забрали меня туда. Попали мы под обстрел. Меня, конечно, с машины вытащили. Думали, что груз 200. Но я потом, когда уже пришла в себя, сказала, не дождетесь. Вот я была вся в крови, челюсть была вывернута, челюсть вставили. Вот. И все, и дальше стали продолжать работать. Через неделю, я в течение недели планирование секретное закончила. Меня обратно отвезли в штаб. И дальше я работала. Учила даже солдатиков, которые были в подчинении. 3 солдатика печатать учила на машинке. Вот. Вот так я и работала там. Были комиссии. Комиссиям тоже от меня просили печатать, потому что я же говорю, я умела печатать одна я по штабу, могла уметь под диктовку печатать. Еще нужно было печатать без ошибок. Я печатала без ошибок. Правда, один раз ошибку нашли, но я командиру доказала, что это его ошибка была, не моя. Да. Он мне принес перепечатывать секретные. Я перепечатала. И он приходит, говорит, у тебя, говорит, здесь одна ошибка. Я говорю, не может быть. Значит, говорю, это ошибка у вас. Он приносит тот лист, и он потом извинялся. Да, извини, ошибка моя. А так без ошибок. Никто не жаловался. А в какой школе вы учились? Школа тут дала образование такое, наверное, да? Ну, в Ташкенте я закончила школу, 10-летку, да. Вот. Хотела поступать в педагогическим, хотела быть учительницей начальных классов. Но я не поступила, 1 балла не хватило мне. Мне сказали, поработайте в детском саду год. На следующий год, говорит, к нам поступите уже вне конкурса. И вы знаете, я пошла в детский сад, правительственный был детский сад. Комиссия была ужасная, но комиссию прошла. Я 3 дня там поработала и ушла. И маме говорю, мам, забери мои документы, я больше туда не пойду. И все. А мама все время удивлялась. Что же, говорит, дочь идет утром на работу, вечером приходит, говорит, и спать ложится. Она удивлялась, говорит, не пойму, говорит, почему так. А я вот так работала там. В старшей группе. И очень я уставала. И поэтому я потом все. Ну и потом пришлось к маме. Мама у меня работала на хлебзаводе. Она 43 года проработала на одном месте мастером на хлебзаводе. И вот она говорит, ладно, давай идем ко мне, поработаешь у нас там, а там будешь поступать. Там на заводе тоже уговаривали, чтобы я поступала в пищевой институт. Мы, говорит, дадим, ты без экзамена, все это. Но я как-то не очень-то хотела в пищевой там идти.
И все время думала, как же в 3 смены люди работают. А мама-то у нас всю жизнь проработала в 3 смены на хлебозаводе. И через этот хлебзавод старший брат прошел. Он потом учился в школе, летом подрабатывал, так же, как и я. Летом все подрабатывали на хлебзаводе. У нас было 6 человек детей у мамы. Вот. И мы все вот прошли через этот хлебзавод, помогали, чтобы хлеб, конечно, дома был всегда. Вот. А потом я уже думаю, тяжело. Такого трудности я не боялась. В школе у вас, я не знаю, зорницы есть или нет. Есть зорница? Ну вот мы раньше, я тоже в зорнице участвовала когда. Между прочим, я спортсменка, у меня КМС-ка есть. Сначала начинала по велоспорту. Получилась авария, ушла. Пошла прыжки в длину. Но меня переманили на метание ядра. Вот. Так что я всегда и в Афганистане ребятам говорили, будьте осторожны. У меня, говорит, по метанию ядра. Я, конечно, не такая была, нормальная была. Ну, как эти девочки сидят, такая же и была, как моя Елена. Такая же была. Вот так вот. Ну, а в Афганистане вот с их дедушкой я познакомилась. Все. И так дальше больше. Потом пошли гарнизоны. И армия. Я пошла в армию служить. Приняла присягу и служила в армии. И не надо армии бояться. Почему-то армию боятся. Я не знаю почему. Сейчас очень много девушек идут в армию. В наше время не очень-то шли, но сейчас идут много девушек в армию. Вот. Потому что мальчиков меньше стало, девочек побольше. А сложно было после армии, после всей этой войны адаптироваться к обычной жизни? Нет. Кому-то может сложно. Я все видела там. И кровь сдавала. Там же не спрашивают, вы пойдете кровь сдавать? Вы пойдете кровь сдавать? Там не спрашивали в Афганистане. Там вот так заходили и говорили, 2-я положительная, выходи. И у кого 2-я положительная, выходили и сдавали кровь раненым. А вот Миленин дедушка один раз сдал напрямую, у него 3-я отрицательная была. Он напрямую одному раненому солдатику сдал кровь. Переливание делали напрямую. Вот так вот, он один раз так было. Но так тоже часто сдавали. Видели и раненых, я перевязки делала. Видела и без ног, и без рук, и без ничего. И все это мы привыкаем. Сначала было, конечно, ужасно, а потом всему привыкаешь. Вот, на войне. И бомбежкам, и обстрелам, всему. У нас там был гарнизонный дом офицеров. К нам тоже артисты приезжали там. Я запомнила самую хорошую артистку, это Азизу, которую, если вы знаете. Да, знаю. Вот, знаете Азизу. Вот этой Азизе я вручала грамоту, печатала я лично. Командир пришел и говорит, так, срочно отпечатать. Правильно говорю. Как концерт смотреть, значит все. А как печатать, значит да. И я ей вручала вот этой Азизе вот эту грамоту, что они посетили наш гарнизон. И нам вот эти песни. Тогда был ансамбль «Садок». Ей тогда было 18 или 17 лет Азизе как раз. Вот она там в этом ансамбле. Ну я этот ансамбль хорошо знала. Скажите, пожалуйста, как афганский народ относился к нашим? Народ относился к нашим хорошо. Я 2 раза... Враждебно, да? Нет. В начале. Я когда в Кундуз попала, и вот эти дети там разговаривали, вот как мы с вами сейчас на русском. Я даже удивлялась. И они все время мне говорили, Ханух, если в следующий раз приедете, привезите, говорит, нам печенье и сгущенку. Они очень бедные были, да? Бедно жили, бедно жили. Но у них дуканы, вот эти вот лавки их не очень богатые. А там, в общем, народ делится на очень богатых и на очень бедных, да ведь?
Ну, я ж там не ходила, не смотрела вот так вот, ты богатый, а ты бедный, нет. Ну, вот если на улице так подходили, А вот нам-то не разрешалось общаться с афганцами. в кишлаках, наверное, бедняки жили, да? Ну, понятно, что бедняки. Между прочим, вот эти фильмы, которые про Афганистан... Вот там, 9-я конечно, рота. Вот 9-я рота, хочу сказать. Это правда? Я не нет? знаю, как у вас было, но я, например, удивилась, что он пошел за спичками. Один солдат это никогда не пойдет. Никогда. Они ходят по трое, без охранения тем более. Как он один мог пойти в Ну, это же кишлак? художество. Это нет, но там есть правда. Да, это правда там есть, да. Там правды много, да? Очень правды много. Потом еще вот это афганский какой-то излом, что ли, есть. Там про женщин показывали. Но тоже неправду я сказала. Я сидела, смотрела, говорю, а вот это неправда. Не может спокойно женщина на грузовике поехать в кишлак, поехали там целой гурьбой, за товарами там чем-то. Это, говорю, уже неправда. Такого, говорю, не может быть. Вот. А климат ночью... А климат, скажу как. Ну, как мы всегда думаем, вот афганец дует. Афганец, я не знаю, у вас был, нет. Мы всегда говорили, афган задул, афганец дует. По колено песок там стоит, там дышать уже нечего. Все от пыли, от песка, даже хлеб бывал с песком. Кормили очень хорошо. Я не знаю, вот как у товарища кормили, но в нашем гарнизоне кормили очень хорошо солдат. Все было, все. Пусть пшенка будет часто, как говорим, но ее без тушенки не давали, без мяса. Сгущенка, да? Нет, без тушенки, без сгущенки, там все. В магазине, в военторге было все. Чеками получали и солдаты. Я помню, конечно, вот я не могу его найти, был писарь-солдатик, Ренат из Нукуса, он из Таджикистана. Он получит эти свои 22 чека, идет в военторг, купит конфетки. Мне приходит и говорит, Флора, ну меня там Флора называли. Вообще меня Флора зовут. Вот по документам там неправильно что-то перепутали. Вот. И он говорит, угощайтесь конфеткой. Я говорю, да ты что? За 22 чека. А у нас зарплата была 250 чеков. Наоборот, я всегда их угощала, солдат. Ешьте, говоришь, сами, ребята. Вот я его по интернету найти не могу. Кого-то нашла, и то не очень захотел общаться. Наверное, думал, что я все напомню ему. Вот. И поэтому, не знаю, вот сейчас тоже жалуются, что в армии плохо кормят, я не знаю. Я в армии прослужила, сколько прошла, все эти 20 лет по гарнизону. Сама в армии служила. И чтоб солдата плохо кормили, служила я уже помощник замподылу батальона, вот, помощником. И чтоб солдата плохо кормили. Вот не могу поверить, и все, вот не верю. Бежать, да, ребята? А? Тогда тоже с вами была на встрече. Вы были? Нет. Вот они не знают. Какой класс был? Поэтому... А это правильно вы делаете, что классы меняете, чтобы Да. все знали. Это хорошо. Так что Ну, тогда я расскажу начало, как все происходило. Я из числа из резервистов в Афганистан попал. В 1979 году. Как попал? Я в то время жил и работал в Туркмении. Срочную военную службу я проходил в Туркмении, в городе Пушке, в танковом полку. В 1973 по 1975 году. В 1975 году мобилизовался, и к нас в воинский часть приходили представители строительного управления, агитировали остаться у них на работу. В Туркмении тогда свалили месторождение нефти и газа, не хватало механизаторов, и зарплаты были хорошие, некоторые ребята оставались, и я остался. Так и оказался в Туркмении. В 1979 году, в декабре месяце, за 10-12 дней до ввода советских войск в Афганистан прошли сборы резервистов. Вот сейчас призывали на Украине, вот тогда нас тоже призвали. Правда, не говорили, куда призывают, просто на военные сборы. Попал я в городе Тахтабазар, это в Туркмении.
Там находился кадрированный полк, там военная техника, обмундирование, все на хранение держалось. Там нас группировали по 373 полк. Посадили на военную технику, одели, обули. Вот войск в Афганистан проходил по 3 направлениям. Это с Узбекистана маршрут у них. Пермес, Кунтур, Кабул. Из Туркмении маршрут у нас Пушка, Герат, Чинган, Кандагар. И похоже с этого Таджикистана Харов, Файзабад. Первые начали вводить войска, ну это как бы история маленькая. С Узбекистана 25 декабря 15 часов по московскому времени. И Туркмении начали вводить 28 декабря, 3 часа ночи по московскому времени. А по местному получается 5 часов. Время такое же, как в Башкирии. Маршрут нашего полка была Кушка, Герат, Чиндан. Там и стали расположились в районе Адраска. Границы СССР с городом Пушки углубились на территории Афганистана 30 километров. Так у меня началась там служба. Попал я в разведку. Ну, чем занимался разведка? Это Волжская рискованная операция, работа на грани боевого соприкосновения. Сами заходили, занимая душманами территорию. Кстати, скажу, что такое душман и что такое маджахеда. Маджахеда, душман это одно и то же. Просто мы называли душманами, это как бы означает враг, злоумышленник, а сами они себя называли маджахедами. Так что маджахеды и душманы это одно и то же. Кто смотрел фильм «Братство»? Там про разведку. Вот точно он там такое вот и делал, как в этом фильме про разведчика. Разведку, конечно, у нас вся рота не выходила, один вот по очереди ходили. Выходили, и к нам еще примыкал отряд с афганской армии. Офицер, он прекрасно знали по-русски. Мы выходили к шлаги, с людьми разговаривали, они месяц хорошо знали месяц с афганской армией. И нам объясняли, что к чему. Вооружение у них было, это отряд с афганской армией, российская, но, скажем так, времена Отечественной войны. Винтовки Мусина, затворы, карабины, станковые пулеметы Максима, знаете, наверное, и автоматы ППШ. Пистолет, пулемет, Шпагин. Почему так называется, знаете, да? Потому что он пистолетным патроном не стреляет. Готовили они, кухня наша была, готовили они шуфу, первое, на второе кашу рисую и чай зеленый. У нас, конечно, таких не было, мы все готовили из тушеных, консервы у нас были, каши разные. И они угощали нас, с удовольствием мы ели, и мы их угощали. Во время молитвы, правда, они останавливались, молились, мы их поджидали. Никуда не пойдут, пока не помолятся. Вот так. Все это продолжалось до апреля, до марта, нет, до апреля месяца. На разведку ходили. Все это потом прекратилось. Потом начали мы подрываться на мины. Потом нашу группу, которые выходили на разведку, и тоже саперная рота нам тоже примыкал. Саперы, и тоже мы начали минировать свои трупы. Ну и, правда, потом отмечали, где минировали. Не знаю, они подорвались эти душманы на наши мины, но мы подорвались. Тогда наша группа погибла 2 человек, много ранило в голове. Меня контузило, подбросило. Каска на голове, как обычно, когда пешком идем, мы не одевали. Сильно ударился головой, я там потерял сознание. Так что потери у нас при мне уже 2 было. Ну, много ранили, я всего уже не знаю, сразу увели в комендатуру туда. Вот так. Когда пешим ходом идешь, бронегруппа находилась недалеко при случае, чтобы помочь
огнем и помочь выбраться. Бронегруппа, знаете, там пойдет командир, БМП, там командир группы, командир танка, наборщик и механик водитель. При случае, да, они могли бы и пушком пострелять, и пулеметом. Вот так. Разведчик. Видите, вот разведчик. Я еще вот хотела добавить. У моего старшего брата 2 сына. Один полковник на пенсии в спецназе прослужил, второй вертолетчик по линии отца пошел. Как вышел на пенсию, переучился на самолет. И летает на гражданском самолете. Вот. У второго брата 3-й сын, тоже военный полковник, преподает, закончил танковый. Вот сейчас танковый этот биатлон показывают. Вот там тоже Узбекистан. Он в Узбекистане. Он преподает в танковом училище в Узбекистане. В общем, ну после вот братьев, вот они племянники. А так медики есть, которые тоже военно обязанные. Так что долго не думайте. Думайте. Вот лучше в это время думать, куда идти, чего делать. И бояться не надо, особенно военное дело. Бояться не надо. Тяжело, но это все преодолимо. Да. 40-я армия к тому времени насчитывала 82 тысячи человек, когда я уже пойдел туда. И больше половины, 50 тысяч, состоял из резервистов. Резервистов начали выводить и полностью вывели в 1980 году, в октябре, где-то в месяце. И поменяли регулярными солдатами и офицерами. Регулярно поступать начали. Син безнең туган илебез, безгә икмәк и биргән, су эчкән җиребез. Ерен бирә сара алтын, ерен бирә кара алтын, балыкка бай суларын, ашлыкка бай кырларын, такыр синең юлларың, матур синең кылларың, батыр синең улларың, Башкортстан. Без сине сөябез, яратабыз, син бит туган җиребез, әнибез, әтиебез. Молодец. На поле танки грохотали, солдаты шли последний бой, а молодого командира несли с пробитой головой, а молодого командира несли с пробитой головой. По танку ударила болванка, прощай, родимый экипаж, 4 труба. Возле танка, затронет утренний пейзаж, 4 труба. Возле танка, затронет утренний пейзаж. И полетят у телеграммы родных и близких вывести, кто сыны больше не вернется и не приедет погасить, кто сыны больше не вернется и не приедет погасить. Ночь коротка, цель далека, ночью так часто хочется пить. Ты выходишь на кухню, но да здесь, когда ты не можешь здесь спать, ты не хочешь здесь жить. Доброе утро, последний герой, доброе утро тебе и таким, как ты. Доброе утро, последний герой, здравствуй, последний герой.
А вы что, кушать сюда пришли, что ли? Нет. Нет? Вас угощают? Молодцы. Сейчас будем все вместе пить чай. Это столовая школьная. Уютная. Чисто. Аккуратно. Сейчас чай попьем и отвезу свою подружку домой. Ну, на этом я свой ролик заканчиваю. Всем желаю здоровья, удачи, семейного благополучия. Всем пока-пока. До следующих встреч. И мирного неба над головой. С ними поедем.